Аргелит и органогенный известняк, карбонатная галька с прожилками кальцита и кремния, яшма красноцветная, агат с аметисовидным кварцем. Все это названия минералов и горных пород Абхазии. Впервые они и другие минералы были сертифицированы. В так называемом паспорте минерала указан химический анализ, возраст и местонахождение. Сертификация минералов и горных пород стала возможной благодаря совместной работе Абхазского географического общества и Института экономики и права Академии наук Абхазии и Российского геологического общества. Мы, занимаясь географией Восточной Абхазии, мы помимо картографии, топонимики, экономики, почвевения и так далее, когда изучали, нас заинтересовало то, что уникальные минералы и горные породы, которые там встречались. И мы начали собирать. Но для того, чтобы провести анализ этих минералов, мы просили наших друзей с России. В данном случае то, что Воронежский государственный университет, это факультет и там есть факультет геологии, факультет географии, там есть уникальнейший музей, и там есть специалисты. И мы их пригласили, когда они увидели, дали добро, то, что мы им прислали эти минералы и дали химический анализ. Это очень дорогостоящая работа, действительно, у нас провели большую работу, не только минералы представить, там весь комплекс химический анализ был проведен. Безусловно, Абхазия богата множеством минералов и горных пород, но не все они изучены. В настоящее время сертифицировано только 15 минералов, но в планах несколько тысяч. По словам президента Абхазского географического общества Леварда Барциц, изучение минералов позволяет получить полное географическое описание Абхазии. Абхазия в этом плане тоже отличается уникальностью. Уникальность своей геологии, геоморфологии, геотектоники. И мы тем самым познаем свою географию. Познавая эти минералы, мы познаем, какие почвенные структуры, как они формируются, как формируется гидрологическая основа. Даже давайте поставим вопрос, даже этнография, то есть само этнос, развитие, они во многом определяются те горные породы минералами, которые здесь формируются. И мы не занимаемся полезными ископаемыми. Наша задача, которую мы ставим, собрать, сертифицировать все минералы, которые встречаются на территории Абхазии. А потом уже экономисты дадут анализ, где... Найденные минералы можно использовать в строительстве в качестве облицовочного материала, к примеру, розовый мрамор, который встречается в Гагарском районе. Возраст сертифицированных минералов относительно молодой – 3,5 миллиона лет, но встречаются и постарше. Горные породы будут переданы в Госмузей, и каждый желающий сможет их увидеть. Ведь это узоры, это не просто узоры, а то, что вы видите, я могу вам так сказать, видите здесь то, что там, это кальцит. Такой кальцит, из чего она состоит. Внутри. Представьте, что здесь происходило, какие сложные геологические процессы, чтобы развивался один вид, в последующем наслаивается какой-то процесс. Ведь это сложные геологические процессы. Ведь они действительно уникальны. Представьте, это дерево. Каменелое дерево, что он себе представляет, очень даже тяжело. Сколько времени понадобилось примерно? Да? Миллионы, речь идет о миллионах. Здесь то, что сформировалось, речь идет, конечно, о миллионах. Вы же знаете, что даже каменный уголь – это тоже органическое происхождение. И мы думаем, что когда в Тхватчалах, она действительно там наиболее такие разломы, она уникальная, я думаю, что мы там найдем очень интересные минералы и горные породы. Работа по сертификации минералов и горных пород была осуществлена Абхазским географическим обществом совместно с Российским геологическим обществом под руководством Института экономики и права Академии наук Абхазии. Также был выпущен календарь с изображением горных пород и описанием их состава. Алика Травштимугугохия, Абхазское телевидение.